Мобилизованного Ильнура пришли проводить его друзья и родные. Казанец отслужил в армии, потом работал токарем на Казань-Руксинтезе. Как сам говорит, он парень скромный, интервью давать стесняется. Надеемся на хорошее, только на лучшее, чтобы они все возвратились, все живыми, здоровыми. Ждем, будем ждать. На плацу сборного пункта «Казанэкспо» собрался 1234-й мотострелковый полк. Подразделение сформировали из мобилизованных. Офицер запаса Альберт стал заместителем командира одного из батальонов. Прошли интенсивную боевую подготовку, 4-этапную. Все прекрасно понимаем, какая обстановка у нас сейчас. Все готовы работать. Перед отправкой торжественный митинг. Татарстанских защитников Родины от лица руководства республики напутствовала Лейла Фазлеева. Многие из тех, кто сегодня на плацу, это внуки, правнуки тех, кто защищал Советский Союз, защищал Родину, исполнял свой воинский долг перед Отечеством. И они продолжают, эти ребята, традиции, чувства и желание, чтобы они вернулись с победой, вернулись живыми, здоровыми, вернулись для того, чтобы продолжать жить на этой прекрасной земле. Как говорят опытные военные, для успешного выполнения поставленных задач главная дисциплина и слаженность. Семьям же мобилизованных будет оказана всевозможная забота. Мы на вас надеемся, на вас надеется республика, на вас в целом страна надеется. Вы мощная, несокрушимая сила. Успехов и побед вам! Главное, конечно, всем вернуться обратно живыми, здоровыми, с боевыми наградами. Мы вас всех ждем. И то, что было обещано руководством республики, касающееся ваших родных и близких, вашей семьи, поверьте мне, это все будет выполнено. Я это по себе знаю. Если президент пообещал, он свое слово сдержит. Республиканское движение Ердем-ЕНШ «Помощь рядом» укомплектовало мобилизованных всем необходимым снаряжением. Это 17 видов различной амуниции. На специальный благотворительный счет уже поступило более 20 миллионов рублей. Мы обошли практически 1000 семей на сегодняшний день. Эта работа ведется каждый день. И особое внимание этому уделяет Рустем Нургалиевич Миниханов. Он дал поручение и главам районов и городов республики о том, чтобы каждая семья понимала, что она имеет возможность на нас положиться. С напутствием сегодня выступил и духовенство. Имам Руслан Хазрат, сам доброволец батальона «Алга». Поминайте Аллаха, Господа Бога, и Он обязательно нам всем поможет. Желаю всем вам вернуться. Я тоже после ранения собираюсь туда возвращаться. Первым эшелоном отправились 700 военнослужащих. В одной из воинских частей им предстоит докомплектование всеми видами вооружения и военной техникой. Перед посадкой в автобусы мобилизованные еще раз смогли пообщаться со своими близкими. Ну, на позитиве, скажем так. Готовились, да нормально, все сплотились, все познакомились. Большой привет всему Татарстану, хорошо, от наших бойцов. Держитесь, кулаки за нас держите. В дорогу каждому бойцу сеть магазинов «Бахетле» вручила продуктовые наборы. Каждый продуктовый набор состоит из 12 именований продукции. Это вот, как мы видим, сухари, напитки, чай, сок, мясные паштеты. То есть все то, что способно храниться длительно в дороге и не испортиться. Муслима Латыпова сама приехала на сборный пункт и координировала выдачу продуктовых наборов. Это было ее личное желание – поддержать наших ребят. Она подчеркнула, это миссия всего коллектива. В общей сложности мы подготовили 7000 наборов. Каждый набор где-то весом около 3 килограмм. В общей сложности на 20 тонн. Это от нас, от души, с благодарностью нашим мобилизованным. Ожидается, что эшелоны с теми, кто уже прошел боевое слаживание на сборных пунктах, будут отправляться до 28 октября. Дмитрий Айрин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань.